Здесь по-семейному теплая атмосфера. Все ученики знают друг друга, а еще помимо обязательной школьной программы поют и танцуют свое национальное. Чувашская гимназия в Нижнекамске празднует 20-летие. Для школы совсем юный возраст. А необычный, но такой родной для многих нижнекамцев гимназии. Вероника Гайнудинова. В каждом классе звучит чувашская речь. Язык красивый и мелодичный. Для нижнекамской школы предмет редкий, но в 34-й гимназии он обязательный. Вот и говорят школьники на нем свободно. Он нежный, его легко запоминать, его все должны знать в нашей школе. Но я его знаю с 1 класса. Школьные программы здесь познают и культуру своего народа. Песни и танцы – все в лучших традициях чувашского фольклора. Многие гимназисты уже профессиональные артисты и выступают в известных в Нижнекамске национальных ансамблях «Шанкараф» и «Тамаша». Это дает мне большое познание о чувашском языке. Мне кажется, это очень показывает традиции чувашского народа, народные пляски и песни. В гимназии сегодня 220 учеников, практически все дети из чувашских семей, которые изучают родной язык. Именно об этом мечтали те, кто тогда 20 лет назад стоял у самых истоков. Педагог Мария Егорова вспоминает, как они вместе с коллегами собирали своих первых учеников, обходили дома. От нас это же все зависит. Это мы организовали. Мы очень рады, что теперь на такой уровень поднялась эта наша гимназия. Неповторимая атмосфера семейной теплоты и отличает 34-ю чувашскую гимназию от других. Сегодня она в десятке лучших школ города. Вероника Гайнудинова, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск.